Продолжаем дополнять информационную картину четверга. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В Нерюнгринском районе практически ежедневно выявляют новые случаи заражения коронавирусом. Но, как выясняется, ковид – это не единственная угроза. Общероссийский день библиотекаря отмечается сегодня. Депутаты Илтумен в первом чтении приняли изменения в закон республики о библиотечном деле. В Якутске впервые стартует Дальневосточная юношеская футбольная лига. Кому предстоит защищать честь Якутии? Растет число новых заражений коронавирусом в Якутии. За минувшие сутки заболели еще 111 человек. Из них в Якутске 61, сообщает оперштаб. В Мегано-Кангаласском районе 7 случаев, в Чурапчинском 6, в Усть-Алданском 5, в Нюрбинском и Сунтарском районах выявили по 4 заболевших. Еще в 12 районах заразились от 1 до 4 человек. Лаборатории региона провели 3245 исследований на ковид за сутки. Приоритетом для оперативного штаба Якутии продолжает оставаться иммунизация населения. Сегодня во все улусы доставлена вакцина. На настоящий момент в республику поступило 196 084 дозы вакцины. При этом первую вакцину в республике получили 152 924 человека. Из них 36 486 человек – лица старшего возраста. Сегодня массовая вакцинация начинает разворачиваться в Нерюнгринском улусе, в Алданском районах, в Верхневилюйском, и с достаточно хорошими темпами идет вакцинация у нас в таких районах, как Нюрбинский район. Несмотря на то, что в Нерюнгринском районе заболеваемость коронавирусом ниже, чем по республике, практически ежедневно выявляют новые заражения. В основном это завоз инфекции из других регионов. Но, как выясняется, ковид – это не единственная угроза. Подробности у Ирины Кичигиной. Учитывая, что Нерюнгри является входными воротами на территорию Якутии, опасность распространения новых форм коронавируса возрастает. Поэтому ограничения на скопление людей при проведении массовых мероприятий остаются. И проведение каждого мероприятия предварительно согласовывается с оперштабом. Напомним, что самым эффективным способом борьбы с коронавирусной инфекцией является вакцинация. В Нерюнгри в ближайшее время планируется открытие дополнительных пунктов вакцинации. Помимо основных во взрослой поликлинике будут открыты пункты вакцинации в профполиклинике. Планируется открытие в ДК Пушкина и на стадионе, на спортивно-оздоровительном комплексе «Шахтер». В случае необходимости будут предусматриваться дополнительные пункты вакцинации, в том числе и мобильные на базе пассажирского автотранспорта. Еще одна опасность, которая возникает с приходом тепла – это клещи. В этом году в Нерюнгри уже зафиксирован один случай нападения клеща на человека. Те погодные условия, которые сложились в этом году, препятствуют проведению профилактических мероприятий, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при посещении лесопарковой зоны. Также хотелось бы отметить о необходимости прохождения и вакцинации против клещевого энцефалита. К сожалению, сейчас сезон уже начинается, и, соответственно, вакцинация сейчас уже несколько запоздала. Об этом необходимо помнить, и всех граждан, которые хотят обезопасить себя от клещевого энцефалита, призываю начать вакцинацию уже с осени, для того, чтобы к началу сезона быть полностью готовым и защищенным. Мероприятия по уничтожению клещей с помощью специальных инсектицидных средств необходимо проводить в теплую и сухую погоду, так как именно при таких условиях раствор препарата может быть эффективным. Поэтому, как только станет возможным, на территории района будет проведена акарицидная обработка. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Между тем, 10 укусов клещей зафиксировано в республике. По информации пресс-службы регионального Роспотребнадзора, наибольшее количество случаев приходится на Алекминский район. Там от укусов пострадали 4 человека. В Алданском районе 1, в Ленском 3, в Якутске 2 человека. По всем укусам необходимые профилактические мероприятия проведены, в том числе введен иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом и другими инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрирована. Против клещевого энцефалита прививки получили 710 человек.
Около 5000 соцконтрактов для помощи малоимущим семьям планируют заключить в Якутии в текущем году. По информации пресс-службы Минтруда региона, государственную помощь оказывают малоимущим семьям, чтобы они могли самостоятельно выйти из трудной жизненной ситуации. В этом году с учетом софинансирования из федерального бюджета на реализацию программы будет направлено 607 миллионов рублей. Планируется заключить порядка 5000 социальных контрактов, говорится в сообщении. Отмечается, что контракты по поиску работы заключат с порядка 350 семьями, по осуществлению предпринимательской деятельности с 1000, по развитию личного подсобного хозяйства с 600, по иным мероприятиям, направленным на преодоление трудной жизненной ситуации, почти с 3000 семей. В школах продолжаются выпускные экзамены. Впрочем, у девятиклассников пора испытаний уже финиширует. Сегодня ребята сдают ОГЭ по математике. Ни пуха, ни пера школьникам пожелала и наш корреспондент Татьяна Вахнина. В 9 утра девятиклассники пришли не в школы, а в пункты приема экзаменов. Сегодня ребята сдают ОГЭ по математике. Настроение, признаются школьники, ровное. Лишние волнения только вредят, и лучше им не поддаваться. Ну, в принципе, думаю, более-менее. Настроение, в принципе, никакого. В Алданском районе царицу наук сдают порядка 500 человек. Школа номер 2 является одним из наиболее крупных пунктов. Ребята разместились в 13 аудиториях. Если в прошлые годы мы сдавали и в аудитории по 15 человек садили, то в этом году у нас по 9 человек в аудитории. Соблюдаем социальную дистанцию. Особой массовости в холле нет. Учащиеся каждой школы приходят к назначенному времени. После регистрации и проверки ребята рассаживаются в аудитории. Если быстро справитесь с заданиями, не торопитесь покидать класс. Еще раз тщательно все перепроверьте, напутствуют ребят педагоги. 104 человека сегодня принимают участие в экзамене. Настроение у ребят хорошее, аудитории готовы, все мы материалы распечатаны, все готово, все ждем уже. Детей запустили уже мы, ждем начала экзамена и надеемся, что все у нас сегодня получится хорошо. В этом году выпускники 9 классов сдают 2 экзамена. В преддверии основной поры школьники писали итоговые контрольные по выбранным предметам. ОГЭ по математике явится для ребят и девчонок финишным испытанием. На втором экзамене, отмечают учителя, уверенности и у детей, и у взрослых прибавилось. На первом экзамене немножко и мы переживали, и ребятишки все равно вот что-то, для них это первый экзамен, девятиклассники, они все-таки еще маленькие, немножко нервничали. Но потом, когда вот мы сели в аудиториях, и когда уже работа началась, успокоились. И, в принципе, работали хорошо. Экзамен продолжается 3 часа 55 минут. Впрочем, сдав работы, школьники продолжат волноваться. Теперь им предстоит дождаться результатов. Оценки по математике станут известны на исходе первой декады июня. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. А вот ленские выпускники прошлых лет возрастом до 35 лет смогут учиться за счет бюджета. Об этом рассказали в районном комитете по молодежной и семейной политике. В программу также вошли те, кто обучается в ВУЗе или СУЗе на платной основе. В этом году условия целевого обучения изменили в пользу абитуриентов. Для вступления в программу средний балл в школе снижен с 4 до 3,5. Приветствуется обучение по дефицитным в Ленском районе профессиям. Это учителя, врачи и работники сельского хозяйства. После получения диплома этих специалистов сразу трудоустроят. Специальности, да, пользуются спросом. На данный момент у нас принято 23 заявления от выпускников. По направлению здравоохранения 6 заявлений, по направлению образования 5, сельское хозяйство 3 и по нефтегазовому направлению 9 заявлений. Общероссийский день библиотекаря отмечается сегодня. Символично, что в этот день депутаты Госсобрания Илтумен в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в закон республики о библиотечном деле. Документ устанавливает основные принципы и нормы деятельности библиотек, гарантирующие права человека на свободный доступ к информации, знаниям, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, научную и образовательную деятельность. Проект республиканского закона направлен на обеспечение правовой защиты книжных памятников, а также совершенствование системы государственной охраны предметов Национального библиотечного фонда.
А всего в России работают около 40 тысяч библиотек. Национальная библиотека республики является одной из богатейших на Дальнем Востоке. Ее книжный фонд – более 1 миллиона экземпляров книг и печатных изданий. Из них 55 тысяч наименований входят в каталог электронной библиотеки. Через интернет можно почитать классические произведения якутских писателей. Кроме того, в электронный каталог включено множество научных изданий и материалы переписи населения 1927-28 годов. Отмечу, что в прошлом году Якутия стала самым читающим регионом в стране. На сегодня коллектив Национальной библиотеки является куратором республиканского проекта «Читаем все». Мы занимаемся оцифровкой книжных фондов, периодических изданий, иных изданий в настоящем формате. Собственно, сканирование – это у нас перевод физического носителя в электронную форму. Полученным образом у нас происходит обработка, а после обработки мы направляем материалы на размещение в электронную библиотеку. В среднем в день у нас порядка 4000 страниц идет обработки. Это у нас идет обработка на книжном сканере, профессиональном, он же планетарный сканер. Также у нас есть оцифровка на планшетных сканерах книжного фонда, который позволяет это сделать. Далее о спорте. С 29 мая в Якутске впервые стартует Дальневосточная юношеская футбольная лига до 15 лет. Участие примут 10 команд из регионов Дальнего Востока, в том числе и сборная команда «Арктика», созданная на базе Республиканской специализированной спортивной школы по футболу. 9 игр пройдут в столице региона и 9 на выезде. Первая выездная игра у республиканской сборной состоится в городе Петропавловск-Камчатский. На сегодняшний день на стадионе Туймада полным ходом идут тренировки, отработка стратегии и физподготовка. По словам тренера команды «Арктика», ребята заряжены и готовы к соревнованиям. Ребята готовятся уже с января месяца. Мы уже узнали, мне позвонили и сказали, что будет летом Дальневосточная юношеская футбольная лига. И спросили, готовы ли выставлять команду. Я 100% ждал такой хорошей возможности, чтобы выступить. Готовили еще очень долго и выезжали на очень много соревнований. Участники всероссийского полумарафона «Забег РФ» не будут собираться в одном месте, а каждый пробежит заявленную дистанцию отдельно. Организаторы ожидают участников 30 мая с 9 утра до 21 часа на площади Победы в Якутске, чтобы бегуны могли получить заслуженную медаль. За участие в забегах спортсмены покупают слот. В его стоимость входит стартовый набор, медаль, организация пит-стопов, медпункта, камеры хранения и фан-зон. За возможность пробежать полумарафон «Забег РФ» требовалось пройти регистрацию. Ее стоимость от 800 рублей. Чем ближе старт, тем выше стоимость слота. Сейчас его цена уже больше 1000. На этом выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.